С русским. Пельмешки. Вот. Ладно, так. Слушай, засчитываю. Украинец, слушай, а ты вот когда... Подожди, брат, подожди. Дай это закончить, с этой сурой, оставь, Давай, сура 33, аят 50. О пророк, это ваш Аллах, пиздит. Мы сделали для тебя дозволенными твоих жен, которыми ты уплатил их вознаграждение и невольность, которыми овладела твоя десница и которыми Аллах одарил тебя, а также дочерей твоих дядей со стороны отца, дочерей твоих теток со стороны отца, дочерей твоих дядей со стороны матери, дочерей твоих теток со стороны матери, которые переселились вместе с тобой, а также любую верующую женщину, которая подарит себя пророку, если пророк захочет жениться на ней. Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим баранам. Мы знаем, что мы предписали им относительно их жен и невольниц, которыми овладели их десницы. Тебе сделаны исключения для того, чтобы ты не испытывал никакого стеснения. И что ты на это скажешь? Блин, по-честному говоря, у меня чуть пропадали вы. Но мне сейчас загрузится у самого, я скажу. Смотри, вот. У меня... Аллах разрешает иметь Мухаммеду и вам двоюродных сестер с двух сторон. А Мухаммеду только Мухаммеду плюс двоюродных сестер, рабынь и плюс любую верующую женщину, которая подарит себя Аллаху, если он захочет на ней жениться. Да, Мухаммеду. Если пророк захочет на ней жениться, любая верующая женщина, это может быть твоей дочкой, твоей мамой, твоей сестрой, и так далее, твоей женой. Вот он увидел бы твою жену, она ему пригляделась бы, все, ты должен был отказаться от нее, и он бы ее дальше, имел бы. Это ему Аллах дозволил, тот, которому ты поклоняешься. А ты, как мусульманин, имеешь право своих сестер шпилить, понимаешь? Как-то так это работает. Ты хочешь сказать, что только пророга можно твоей родной сестре из двух сторон жениться? Нет. Не всех. А пророку дозволена любая верующая женщина. Только пророку дозволена любая верующая женщина. Если она дарит себе пророга, то ничего страшного. Да, она дарит, или если он захочет на ней жениться. Она себе дарит, то ничего страшного. Смотри, да, брат, смотри, здесь смотри. Давай будем читать все. Если она себя дарит, или если пророк сам захочет на ней жениться, на любую верующую женщину, есть у нее муж, нет у нее мужа, то муж должен отказаться от нее, он должен на ней жениться. Русская пельмешка соскочила. Это сура об этом, как бы. Ислам, брат. Правильно же? Правильно. Все, да, вот. Я поэтому тебя и уважаю, что ты это принимаешь и не начинаешь. Нет, это не так, это сяк. Поэтому с тобой и интересно. Сунан Ат-Тирмизи, это ты говоришь, да? Когда какой-то гость Айши пришел, она дала ему желтое покрывало, он спал в нем. А на утро случилось ночное извержение вулкана. У него, кончинка. Ему было неловко вернуть его, поскольку на нем были следы его спермы. Он погрузил его в воду, а затем вернул. Айша сказала: зачем ты испортил нашу одежду? Достаточно было потереть ее пальцами. Иногда я сама терла пальцами одежду с пророка. Не, представляешь, картина, этот думает, стоит, этот покрывало, которое она ему дала, тоже может быть уже в сперма следах, понимаешь? Егор, пока ты не напишешь, пожалуйста, лифт, тебя здесь никто не поднимет. А как ты сказал, раб это ты, Шейх Алеушин. Ты должен сказать, пожалуйста, можно мне лифт? Тогда ты поднимешься, а так ты будешь сидеть внизу. А никто не поднимет. Вы что, попутали, что ли?
Пиши, Гибон, соблаговолите вы, уважаемые. Да оставьте уже его. Уважаю. Да столько уже на эфире его целое, что весь там все люди, которые в эфире сидят на одного там барана, который в комментариях сидит. Так А что- тот хадис не нашел, где Джибрииль 3 часа искал. Я ищу. Я если найду, отправлю тебе, брат. Хорошо. Ой, блядь. Ну не, шейты в этом отношении красавцы, они принимают, да, говорит, все, имеет право, раз написано в Коране, все, машаллах. Вот за это я и это уважаю разница красавцев. среди нее, да, когда-то. 100%, брат, 100%. Вот, я Ахмаду прочел 98.6, он мне говорит, ты многобожник, я говорю, да, он говорит, все, ты наилучший из твари. Я говорю, все, принимаю, брат. Все Ахмад. вопросы сразу ушли. Ахмад, Да. а как ты смотришь, что у шиитов девочек с новорожденной вот этот хадис, когда рассказывается, если он ее повредил, то он должен ее содержать там до совершеннолетия. Как ты? Что это? Расскажи про этот хадис. А? Что такое? Ислам? Нет, это не... Так, это книга, это написали ваши эти, как их, да, ученые или кто их. Там что, ты имеешь право даже новорожденную трогать, ну как бы, во всей Ну, её я тебе, Ахмад, показывал до этого, короче. Осуждаю, что 9 осуждаю, лет да, брак осуждаю. можно, а до этого там. Который Хумейни сказал, или это хадис? Не, это Хумейр сказал, который, да. Умер, да. это- То это его мнение. То люди не должны сделать его мнение, понимаешь? Вот так есть закон. Это мнение отдельного человека или он ученый? Нет, он не ученый, ничего. Он был президент Ирана. То он Да. просто, то он не умеет никакие там сказать, что должны вы так делаете, понимаешь? И я ему, смотри, то, например, я ему не уважаю. Почему? Потому что я воевал с ним 8 лет. Мы воевали Ирак против Иран 8 лет из-за него. Это тоже. То не должен слышать ему, что он писал. Я сделаю так, когда был уверен в хадисе, кто сказал Мухаммед, и что написано в Коране. Хомини. Да, это, Да, знаешь, да, он написал эту книгу. назад он писал. 40 лет, а у пророка умер 1400 лет. Он 40 лет назад, как он это писал, хуйню. Понимаешь? Да, но очень многие принимают его же, да? Как бы, что это тоже Да. как бы достоверно. Ну, к сожалению. У вас это правда, что вот эти хамини считаются как эти наместники от Аллаха? Это правда? Это неправда, конечно. А почему они так себя ведут? Вот это вот все они... Что они... Ты думаешь, Хумейни или Хаменеи? Хумейни это пришел с Франции. С Я в курсе. 1900, Я в курсе гнал. да, жил в Ираке, потом выгнал ему Саддам Хусейн, он убежал во Францию. Это было когда начала война Ирак и Иран, Да, революция. 1980. Это была война. А Хаменеи, вот это, который недавно была Америка, вот это наш лидер, понимаешь? Вот мы считаем его, что он наш лидер. Вот и все. Скажи, значит, шиитов, у суннитов халиф, да? А Халиф. у шиитов кто? Да, Имам. а у шиитов кто? Имам. Имам. Да. То есть, а вот это вот надуманная, что ли, фигура и этот Хамини, ну вот этот. Что вы думаете? Хаменеи или Хумейни? Ты старый или новый? Ну, все вот эти вот фигуры, это надуманное, то есть нету такого первенства у вас. Аятоллы, нет, аятоллы, вот смотри. Конечно, нет. Это просто они придуманы это. Нет. Как переводится аят Аллах? Значит, это сура от Аллаха. Но это неправильно.
мы считаем его, для нашего дух, он лидер, для нашего дух. Вот и все. Он наш лидер, потому что он шиит, самый старший, да? То мы за ним любим его. Ну смотри, а те, которые называют себя аят Аллах, есть много от них. И никто их не уважает. Ахмад, еще у меня такой вопрос. Смотри, вот когда Аятоллу выбирает Аятоллу, да, вот то, что в Иране сидит Аятолла, он для вас тоже считается лидером? Для вас, например, и иракских шиитов, да? Для Нет, всего. я не сейчас... В Ливан, и в Ирак, и в Йемен, в Бахрейн, и в Иран. У нас один есть. Зовут Али Систани. Понимаешь? Саид Али Систани. После него будет Аятоллах, вот Хаменеи, который недавно убили. А сейчас лидер наш Муштаба Хаменеи, его сын. Ну, я к чему спрашиваю? То есть, вот смотри, привязка к Ирану, да, она на всех распространяется. Лидер, то есть лидер шиитов, он ко всем относится. Неважно, что он в Иране, и вы его тоже принимаете и в Ираке, и в Ливане. Я правильно понимаю? Смотри, не принимаем все, что он. Только в война мы принимаем, а других нет. Ага. Вот. Я поняла. То есть у вас свой лидер, у них свой лидер, да? У нас наш лидер зовут Али Систани. Вот. Все, я поняла. Их лидер, вот. То есть как церковь православная, она разделена там. Ну, я все поняла. Но в войне у нас один лидер. Вот Муштаба Хаменеи. Вот сейчас он наш лидер. Понятно. Кто? Вот этот голубок ваш лидер теперь? Который жена был? Ну вот, который ногу оторвала, руку оторвала. Он ваш лидер? Ничего с ним не оторвали. Как они ничего не оторвало? Мы его исследовали, его ногу и руку. Как не оторвало? Еще как оторвало. Еще кое-что оторвало. Честно, я Трамп не верю, потому что он много врет. Ну, да при чем тут Трамп? Трамп говорил, что отравили, разразили, не знаю, но он не врет. А что если, смотри, а если он умер, думаешь, что мы ему не будем выбрать? Не, он не умер, он живой. Не, 100% выберете, конечно. Мы 200 миллионов человек. Идет один. Нет в этом. Просто Иран весь Ближний Восток долбит, да? Саудовскую Аравию, все а по Израилю ничего. Почему? Леонора, а можно тебе тоже вопрос задать? Вот по Израилю. Сейчас, я ответ хочу услышать. Ленора, а что ты думаешь, считаю Саудовская Аравия, они люди? Или считаю, что они мусульмане? Не, мы сейчас не рассматриваем, люди они, не люди, они живут, родились на этот свет, ну, значит, люди имеют право на жизнь. Мы сейчас в этом контексте не рассматриваем. Мы рассматриваем в контексте, почему, причинно-следственной связи, почему они борзели на Израиль, но сейчас прекратили, вот они пуляют по всем подряд. Опять про эту политику. Все, ну мне интересно. Все, закрывай, извини. Все, закрыла рот. Слав, есть хадис, я выхожу, отправлю тебе, да? Да, что не спрашивала. Я сейчас буду, я отправлю тебе хадис и вернусь, хорошо? Хорошо, все. А то опять, короче, когда начинается другая тема. Все, я извиняюсь, больше не буду. Все, рот закрыла. Леонора, Да. угадай, куда я еду. К Шерушке. Правильно. Я ясновидящая.
Точно. Кошка. Через ком. Не, Ахмада надо принять. Then at the next one, Сейчас, turn секунду. left. Всем, кого не видел, привет. Привет. Вам, брат, я тебя отправил. Сможешь проводить, пожалуйста? Сейчас пришло. Это да. Да. Да, брат, эти, да. Перевод. Ибн Таймия пришел к мнению о такфире, объявленном неверующим шиитских батинистских групп, характеризуя их как более неверующих, чем иудеи и христиане, утверждая, что их вред для общины Мухаммада велик и превосходит вред многобожников. Он призывал к джихаду против шиитов, нусайритов, алафитов и утверждал, что их кровь и имущество дозволены, а борьба с ними имеет приоритет над борьбой с другими. И здесь Ибн Таймия указывает. Понятно. Вот вы поняли, ребята? То я как шиит, для суннити, как вы евреи, как вы христиан, я должен даже, они должны меня убивать раньше, чем вас, понимаете? Для этого я не считаю Саудия Аравия, Катар, Абу-Даби, Бахрейн, я не считаю их даже людей. Вот и все. Это осуждаю, кто все осуждает. Ибн Таймия вообще ярый этот террорист. Ну, это, знаешь, он ушел, да, он обосновывается, что якобы у них другая течение, другие хадисы, толкования, что якобы они жестко искажают, но их понимание, это враги номер один. Ну, хотя в реальности они такое особо делают. В реальности они больше учили. Их преферироваться будут. Амуда победить, ушел или... Надо двигаться из самолета, посмотрю срочно. Это, Дианора, что вы там делали? Двигателя самолета, что вы делаете? Верда. Чё? Нет, это же парень. Самолет еврей, это Турбинович. Турбинович, это он сам. Не, я не про него, я говорю, ну, когда вас дагестанцы в турбинах искали, что вы там в турбинах делали? Там что, места есть? Ну, мы шайтанов ловили там, по их мнению. Шайтанов выискивали, а они за нами туда лезли. Я не знаю, я в жизни таких людей в турбинах искать. Наверное, фарш хотела собрать. Там Так, дорогие друзья, товарищи, вам передают привет. Давай. А кто это? Ты передавай всем привет. Привет всем, да, здравствуйте. А можно увидеть? Пускай меня покажут, не тебя же покажут. Подожди, вот так. Меня покажут. Привет. Вот. Привет всем, здравствуйте. Шалом! Привет. Привет, Шевушка. Привет. Хорошего вам стрима.
Пока-пока. Мы поехали гулять. Мы поехали гулять. Но я с вами, я с вами, я с вами. Я с Сумку вами. загляните мне, шанелевскую, а? Будьте любезны. У нас такой дождь, какая сумка. Мы просто поедем. In 3/4 of a mile, turn left onto Пока 17th Avenue. рядышком, хорошо? Я закрыла камеру. Всё. Давай, все, я с вами, ребятушки, я слушаю. Извините, что перебили. Проблем. Главное, в турбинах, это в моторе, в капоте не садитесь, вы правильно сидите сейчас. Да, да. Нас научили, дагестанцы научили нас сидеть. Это правильно. дагестанцы в капотах найдут. Переживайте. И в турбинах машины найдут. Амур куда ушел? Что странно, то, что в аэропорт кто-то же их привел, толпу эту. Да, это по группам раскинули, что евреев везут, короче, беженцев, Да, это- короче. Они это- сломали, короче, ограды, все заборы, короче. Прикинь, Нет, это- парень сидит из Дагестана, он как раз был в то время там. Он рассказывает, что его задержали, он был без документов, его задержали полиция. Полиция давала на это согласие, это все не без участия милиции или полиции, как правильно. Я слышал другое, их под срок они все ушли. Или на СВО, Это или само под срок. собой. Не. Отправили на СВО, очень многие потерялись. Вот так вот. Дело не в этом, а дело вот тут парень, он рассказывает, что он в этих событиях в Махачкале его задержала полиция, и они долго это самое, что у него не было документов, у них было подозрение, что он еврей, сбежавший. Да? Мгм. Вот он здесь сидит. Вот Внизу. поднимите кто-нибудь. Вот этот Самолетов еврей Турбинович. Это вот он. Испокон веков на этом Северном Кавказе жили горские евреи, блядь. Неужели им это родители не говорили? Ну, видимо, там вообще ничего не говорили. Да, это факт. В Дагестане там сейчас у всех ислам головного мозга, так что бесполезно что-то объяснять им. Полностью под гипнозом, да? Ну как зомби они ходят, ну бесполезно что-то объяснять. Не, по-человечески мне их жаль. Честно. Ну конечно, как людей-то их, конечно, жалко, потому что они Их будет в таком использовать. состоянии. Использовать будут. Конечно, будут, обязательно. Ради Аллаха, давай вперед. Давай. Взорвись там где-нибудь и все. Как будем делать, блядь? Давай вперед. Оружие, экипировка, немного лаве. Приедешь, когда потом тебе еще лаве мы накинем, короче. Деньги зарабатывают. Это бизнес, короче говоря, это бизнес. Последняя инстанция – деньги. Другого нету. Изма, видите. Этот сейчас умрет там внизу. Он ты мусульманин или нет? Зачем ты хочешь купить? Давай ты тут, кто ты можешь чего-то видеть. Два закинь, подниму. Страшно слишком проходом, да. Да, как вот Леонора сказала вот недавно. Если ты меня помнишь, конечно, Леонора. Насчет того, да, ситуации, то, что было у нас вот в городе, насчет вот этих вот евреев, иудеев. Я вот реально просто без документов, без ничего был. Я вот просто ходил рядом с отелем, где они якобы заселились. Вот меня задержали
попросили мне предоставить удостоверение личности и так далее. У меня не было ничего при собой, при себе точнее. Вот. В отделе меня час держали, пробивали, хотели узнать, еврей я или нет. Блин. А в Турбинах сколько евреев было? Клянусь, не знаю, что там было. Клянусь, не знаю, говорю. Ислам, что с этим Кавказом? Что с ним стало? Пропал, да, он? Все уже, наверное, это самое. Жалко, Элея не было. Элея ему в рот дал бы, бля. Да, я тоже его видел. Подумал. Перед тем, как отбусотиться. Ислам, у меня был вопрос из-за Кавказа, блядь, я никак не смог его задать. В одном из роликов у тебя там про язычество сказано. Расскажешь, да, чуть поподробнее, то, что вот наш, типа, пророк сказал вот так, если там надгробие делать нельзя, или надписи именно нельзя. Напомнишь, да? Первый раз тоже модерацию сдать. Вот. Передает Аджабиру, скажем, что он воспретил обкладывание могил. Дальше сейчас буду. Ну, по-моему, человек 69. Вот Абу Аль-Хаяджа Аль-Асади сказал: Али ибн Абу-Талиб, ты хочешь, чтобы я воздвиг тебе с тем, чем меня воздвиг посланник? Не оставь ни одного изваяния порушить каждое, ни могилы, ни выступающие над землей, сравняй каждую. Всем хорошего эфира, я пошел. Вот. 970 другое издание. Тоже. Вряд ли. Просто. Вот. Сообщается, что Джабир сказал, посланник Аллаха запретил покрывать могилы гипсом, садиться на них и возводить на них какие-либо строения. Видишь? Да.
что было, что в книгах написано много, так сейчас книгу не помню сейчас. Это у нас этот LA, да, больше знает, где какой аят, сура и так далее. Он там наизусть их, по-моему, уже запомнил. Я помню, что это неправильно. Ибн Таймия, если не ошибаюсь. Вот, известно, что это было запрещено именно потому, что является средством, путем ведущих к ширку. Строительство над могилами – средство, ведущее к ширку, многобожию. Потому что является средством к ширку, язычества. Прямо он его приводит. Если коротко сказать, стереть с памяти Бога, могила не знаю где. Да. Забыть Бога. Сравнять с Забыть. землей надо. И все. Забыть. Больше ничего. Да, там другие хадисы есть, почему надо забыть. Сейчас. Вот, у меня сейчас текст стоит. Сейчас. Ибн Таймия приводит это. Это ясный текст требует запрета превращать их могилы и места поклонения, хотя они похоронены там и живы в своих могилах. Посещение их могил для приветствия является желательным, однако посещение их для совершения молитв нельзя. И известно, что это было запрещено именно потому, что является средством, ведущим к ширку. Вот, смотрю. Где-то дальше. И он хотел, чтобы мечети были посвящены исключительно Аллаху и строились только ради поклонения Ему, без приобщения никому сотоварища. Поэтому, если мечеть построена ради умершего, это запрещено тоже. То же самое, если она построена ради другого села или места, поскольку, как Кадыров делает Ахмад, мечеть, это все запрещено. И в обоих случаях возникает ширк. Именно поэтому в христианстве строили церкви над могилами пророка или праведниками, а также над местами, связанных с ними, и называли их именами. Этого опасался Умар, да будет довольно, чтобы подобное не произошло мусульмане. Именно поэтому пророк хотел уберечь свою общину. Все, заскринил на будущее. Что должно быть много там, если все искать надо сейчас. Ахмад уточнил, да, насчет вот суннитского направления, насчет вот грудной девочки, помнишь, знаешь, вот эта вот тема же всплывала, то, что направление там шиитского, это разрешено, а вот в суннитском, или там же Ахмад уточнить хотел, что такое. Как? Тема всплывала насчет грудного молока, и грудной ребенок, типа, то, что вот можно там на нее там трогать и так далее, без проникновения, помнишь, эта тема же возникала? И там Ахмад что-то... Я нашел тебе этот напис. Хорошо. Хадис, а вот этот. Ибн Аль-Каим передает его. Гасат Аль-Лахфан в своем книге. Он запретил возвышать могилы и делать их высокими, и приказал сравнить их с землей. Он запретил строить над ними, штукатурить их и писать на них все, что
Все это для перекрытия пути к тому, чтобы сделать их идолами. Вот. Имам Ан-Нави пишет, а Шафи и его последователи сказали, нежелательно шкутировать могилу, писать на ней имя умершего или что-либо другое и строить над ней. Нет разницы, строится ли над ней купол, дом или что-то другое. Разницы ничего нельзя строить, ни имя умершего писать, ничего. Вот Аль-Куртуби пишет, что касается значительного возвышения сооружения над могилой, подобно тому, как это делали во время джахалии, для придания могилам величия и почета, то такое сооружение делает разрушить и устранять, поскольку в этом есть давление тем, кто возвеличивали могилы и поклонялись им. И исходя из очевидного смысла, запрет следует сказать, это запрещено. Вот, Аль-Куртуби сказал, таким образом, если тебе нужна самая точность, а вот это все это, чтобы перекрыть путь к превращению их в идолов. Вот если ты сделал надгробие, это считается вообще идол. Надгробие это, как арабы же брали, как находили большой камень, переходили на большой, выкидывали маленький, вот так они жили. Вот. Из этого все, что связано с камнем, короче, для них это плохо. Теперь понял. Это вот можно сказать то, что в основном это традиции, да, по типу традиций там делать надгробие, писать там что-то и так далее. Это все пишут люди, чтобы понять, кто похоронен. Чтобы понять, кто где похоронен, что ты умершему. А тут не знаешь, ты просто как стадо этих похоронок двухсотенных, короче, в одну яму, как бы разница ли это закопать и все, какая разница, все равно ты думаешь, что где находится. Исла, зумит мадохацу микрофону, худуты. Есть новость, и та новость, как хадисы, там, аяты, суры. Все листаем, да? Да, писать, очень. Да.